Yeah, yeah. Drinking dope turned me to a superhero. Yeah, yeah. Меня зовут Абдрахманов Никита Андреевич. Я являюсь двукратным чемпионом мира по тяжелой атлетике, чемпионом Азии по тяжелой атлетике, многократным чемпионом Казахстана по тяжелой атлетике, мастер спорта. Вот. Сколько вам лет? Сейчас 16 лет полных. Где родились, где вы учитесь? Родился и живу в городе Шахтинск Карагандинской области. И учусь в школе, 10 класс. 10 класс. Угу. Кто ваш кумир? Кумира нету, хочу стать тем кумиром, чтобы, короче, все на меня. Помните ли вы свою первую победу и первое поражение? Конечно, были очень много поражений в начале карьеры. Первые соревнования 6-7 вообще ничего не занимал, даже никакой медали. Вот потом первой медалью стало вроде бы на чемпионате Казахстана. 3-е место это было, и после 2019 года, получается, ни разу не проигрывал. Вот, не знаю, 13 лет было. Ага. Да. Примерно, да? Да, примерно 13 лет. Победа? 3-е место было, да, первой медалью именно на таком уже более серьезном соревновании в 2019 году. Поражение, вот первые соревнования 6-7 вообще ничего не занимал, даже область не выигрывал, никакие, короче, ничего не занимал. Вот. Как вы можете описать ощущение, когда побеждаете? Это какая-то радость и гордость за страну, то, что мы поднимаем флаг нашей страны, Казахстана. Расскажите вот о соревновании в Албании. Сколько дней вы были? Соревнования мы готовились очень долго к ним. С 11 января мы уехали на учебно-тренировочные сборы, и до самого чемпионата мира мы готовились по 3 тренировки в день была подготовка, 6 дней в неделю мы тренировались. Вот. Очень было эмоционально, тяжело, морально тяжело было, были какие-то ссоры со всеми, было очень тяжело сидеть на одном месте, кушать одну и ту же еду, и вот так. Но все равно мы пришли к результату, подготовились, все сделали отлично. Тренеру спасибо огромное, очень довольны результатом, сделали налегке, с улыбкой. Имя помните? Кирюхин Александр Стефанович, это, можно сказать, великий человек, он вложил в меня всю свою жизнь, всю мою душу, всю его душу в меня. Вот у нас получается пока что. Уровень спорта в этой стране, в Албании? Уровень спорта, хороший уровень, была хорошая подготовка к соревнованиям, именно к выступательному помосту. Организация очень хорошая была, все было на высшем уровне. Жили в отеле, все кушали, очень вкусная еда была, очень хороший тренировочный зал был, очень хороший выступательный зал был, все на высшем уровне. Вот сравните, пожалуйста, между собой, вот повторно спрашиваю, в Узбекистане и здесь, в Албании. Получается, больше, по идее, везде индивидуально это все делается. Где-то, например, в Ташкенте была какая-то своя фишка, здесь была какая-то своя фишка, и везде индивидуально, везде все интересно было. А что вам понравилось больше всего? Выступательный процесс больше понравился. Есть ли дружба в спорте? Какая? Дружба? Между соперниками или в плане? Да, должна быть дружба всегда, даже если несмотря, что вы соперники, я считаю, что всегда должна быть дружба, вы должны, на дружеском, волне быть, на дружеской. Интересная история из вашей жизни. Спорта. Очень много было травм, очень много разногласий с тренером было, были попытки бросить спорт когда-то, но тренер и семья поддержали, и друзья, семья поддержали, и вот остался в спорте. Каким достижением больше всего гордитесь в спорте? По идее, всеми достижениями горжусь. Нет такого какого-то индивидуального. Мы с тренером соглашаемся и выбираем соревнования, едем на них и все равно стоим на пьедестале. Придерживаетесь ли вы каких-то правил в питании? Правил нету. Если вес надо придержать, то чуть-чуть придерживаем, где-то там раз не покушать. Если надо набрать, то и кушаем постоянно, все кушаем без разницы. Ваш график тренировок? График тренировок: понедельник, среда, пятница по 3 тренировки в день. Это на учебно-соревновательных сборах, учебно-тренировочных.
А дома в ослабленном режиме 5 дней в неделю по одной тренировке в день. Какой хороший совет вы бы дали самой себе в начале вот карьеры? Просто не сдаваться, идти до конца, не сдаваться, перебороть всю свою лень, зная себя, перебороть всю свою лень, все свои эмоции и идти дальше. Что скажете будущим чемпионам, какие человеческие качества нужны, чтобы стать мировым чемпионом? Добрость и человечество нужно, больше ничего. И просто тренироваться, терпение нужно. Дисциплина. Дисциплина, терпение, режим нужен. Все. Есть ли у вас в семье еще спортсмены? Сестра как-то раньше занималась легкой атлетикой, но сейчас больше ушла в тему учебы, больше учится сейчас. Любимое блюдо? Любимые пельмени хочу. Пельмени. Да. Прям там не было, очень долго не кушали. Прям домой приехал, покушал пельменей. Вот. Ага, все, не за что.